В Якутске прошли первые республиканские соревнования по кроссфиту Ботур Геймс, в котором приняли участие 70 человек, 13 кроссфит-атлетов и 57 новичков. Лучший спортсмен среди атлетов мог выиграть 21 тысячу рублей, а победитель среди новичков – профессиональный кроссфит-инвентарь от мирового бренда Rogue. Для тех, кто не в курсе, кроссфит – это комплекс круговых силовых упражнений, выполняемых с высокой интенсивностью за минимальное время. Ежегодно проходит большое количество турниров по кроссфиту, в том числе чемпионаты мира и Европы. В 2012 году состоялся и первый чемпионат России по кроссфит, который сразу же вызвал большой интерес среди поклонников фитнеса и здорового образа жизни. В Якутске этот вид спорта только начинает обретать популярность. Основное и главное отличие кроссфит-соревнований в том, что спортсмены до последнего не знают, какие задания их ожидают. Если в легкой атлетике спортсмены из года в год готовятся к своей главной дистанции, то кроссфитер должен быть готов ко всему: и тягать штангу, и 100-метровку пробежать, и на канат залезть. По итогам соревнований судьи выявляют самого подготовленного человека, и победителем будет тот, кто пройдет все испытания за минимальное время. В республиканских соревнованиях на лучшего кроссфитера участие приняли и те, кто только недавно стал заниматься кроссфитом, и просто любители спорта, которые пришли испытать себя. Ведь в данном спорте ограничений нет ни по возрасту, ни по полу. Соревнования прошли по 8 этапам, отдельно для атлетов и новичков. Ребята соревновались в плавании, толкали штангу, бегали сэндбэгом, подкидывали 20 раз по 5 подходов, 15-килограммовые мячи и многое другое. Суть кроссфита в том, чтобы атлет был готов ко всему, когда угодно и где угодно. Да? Поэтому атлеты заранее не знали, что они будут выполнять. И прямо перед стартом мы им скажем комплексы, что они будут делать. Но примерно известные упражнения — это из тяжелой атлетики толчок, из гимнастики подтягивание, выход на канате, броски мяча, из легкой атлетики бег. Примерно такие комплексы они будут выполнять на время. Также будет комплекс на поднятие максимального веса. Кроссфит не имеет конкретной специализации. Здесь тренировки максимально функциональны. Надо быть готовым выполнять тяги, жимы, рывки, толчки, подъемы на грудь и комбинации этих упражнений с гирями, штангами и гантелями. Бег, скакалка, кардиотренажеры, плавание, велосипед. В общем, ваше тело всегда будет в тонусе. Участвую за Татинский улус, родом из Намского улуса. В данное время работаю ОГПС номер 32. Это пожарная охрана, я работаю диспетчером. Кроссфитом я занялась совсем недавно, можно так сказать. Кроссфит для меня – это смысл жизни, смысл поддержания тонуса в себе и какой-то такой жизненной энергии. Нужно всегда стремиться вперед и ставить перед собой цели. Выполнил цель одну, ставишь следующую и так дальше. А сегодня какие у тебя цели? Сегодня, конечно же, выиграть, стать первой. Хочу пожелать всем участникам удачи и пусть победит сильнейший. Мы сейчас делали оверхед приседание. Это приседание со штангой над головой. Любым способом надо штангу взять над головой и вместе со штангой присесть. И получается за 5 подходов сделать самый свой большой максимум. На это дается, на каждый подход дается 2 минуты. И ты должен 3 раза присесть и набрать самый лучший свой результат. Но мне понравилось. 90 килограмм присел, планировал 85, вошел в кураж и присел 90. Да. Конечно, надеюсь на победу, но конкуренты хорошие парни. Со мной вместе тренируются. Будем биться. Дружная битва. Плюс кроссфита в том, что он готовит людей к реальным условиям жизненным. Да? Например, тонет на воде кто-то, да, тонет. Атлет-кроссфитер бежит, пробежку, например, делает. Человек тонет, он зашел, поплыл, взял вот человека, на берег вытащил. Например, горит здание. Все в дыму. Герой заходит, наш кроссфитер, а там лежит человек, может 100 килограммов, может 50 килограммов. Он должен быть готов вынести и 100 килограммового, и 50 килограммового. Поэтому кроссфит очень часто используется в подготовке спецназа, спасателей. И люди обретают свою оптимальную физическую форму и улучшают свое физическое состояние благодаря кроссфиту.
пробежали мы в категории новички первый комплекс. Задание было в основном беговые упражнения на выносливость. Бегали 200 метров, потом делали скакалку, бросали мячи, потом бегали сэндбэгами, это мешки с песками. Ощущения очень необычные. В общем, скучать и медлить вообще нельзя. Очень рада, что принимаю участие в этом соревновании. Ура! Может, кроссфитер не так силен, как пауэрлифтер, быстр, как спринтер и вынослив, как марафонец, но в совокупности умений он превзойдет их всех. Надежда Ефимова, Дмитрий Семенов, ЕСИА.